Ну что, наконец-то мы на реке. Иван Григорьевич с Игорем поехали вверх по течению. Но у нас дела ждут внизу. Посмотрим, у кого получится больше и как получится. Вечером увидимся везде. Выезжаем налегке, лыжи, пешню, пилу, все это лишнее оставили в избе на реке, потому что дорога пробита и как бы, ну, оно, конечно, не лишнее, но пока на сегодняшний день оно уже как бы и не нужно. И налегке сегодня топлива потратим меньше, времени потратим меньше на пробивку дороги, больше времени останется на рыбалку. Погнали! Так, первая остановка Щучья, где живет зубастый хищник и где поставлена наша жерлица на дохлую малявку. Так, резинка на месте. Щуке этот дохлый малек походу нахрен не нужен. Даже не подходила походу. Не-а. Даже не подходила. Короче, нужен живой живец. И сейчас мы попробуем его поймать. Пофиг, будет малявка, ёрш, маленький хорюзок. Меняем жерлицу сразу. Живца, вернее, на жерлице. Вчерашние лунки проверим, потому что вчера в камере здесь еще и хариус был один. Так что рыбалка начинается. Так. Традиционно беру блесенку. Миша Пантелей написал мне, что надо попробовать клопа. Блесну такую. Но, Миш, дело не в клопе даже, дело в наличии хариуса. Если хариус есть, он возьмет на что угодно. Он не выеживается, его просто нет, Миш. Пошел первый заброс. Валера пошел буриться вниз, Ромка наверх. Ну, я нашел свободную лунку и решил попробовать. Да, Валер? Я говорю, Валера бурит вниз, Рома вверх, но я нашел свободную лунку и решил попробовать. О, да, теплые лунки дома, а мы по холодным прикалываемся, да? Ну давай, как минимум здесь один хариус должен быть и одна щука. И куча мальков, гальянов. Нам в данный момент важна даже малявка. Гальянчика даже как бы... Оп, была поклевка. Первая поклевка была, вот. Вот он первый. Валера, Рома. Первый заброс и первый красавчик. Вот я вчера его и видел. Енцикадан. Вот это енцикадан.
Опа, он крючок сломал мой. Крючок во рту остался. У меня теперь блесна с одинарным крючком. На блесну, да, Ген? Да, блесенка с двумя крючками была, один крючок сломался. И остался во рту. Так что это уже радует. Начало хорошее, значит, дай бог, клев есть. Главное найти хариуса. Я вам говорил, как минимум один хариус здесь есть. И он ударил. Ударил на блесенку. Так, а где же мне крючок-то с тебя вытащить как? Во рту остался. Вот он. Вытащил крючок. До языка проглотил жадно. Так что, Василий Чупин, просьба, не просьба, а как бы совет, ставить крючки помощнее. Эти крючки слабоваты. Может быть, на плотву, там на окушка пойдут, но вот даже хариус, ну, вот примерно грамм на 400 уже крючок сломал. И теперь у меня блесенка получается с одинарным крючком. И скорее всего, да, я сейчас поменяю, попробую еще пару лунок. И поменяю эту блесенку на клопика, который отправлял мне Михаил Пантелей. Там, по крайней мере, с одной стороны и с другой стороны два крючка. А два крючка это всегда лучше, чем один. Как бы больше шансов, что при ударе хариус здесь поймается. Ну, начало просто классное. Хорошо, что на льду уже крючок сломался, блин. Я смотрю, не идет, думал, ну, щучка, наверное, блин. Вы сами все это, друзья, видели. Начало хорошее. Дай бог такое же продолжение, и будет здорово. Но пока тишина. Вот его я вчера и видел, он такой где-то и был, проплывал в камере. Так что здесь на этом плесе осталась еще одна щучка и все. Этого хариуса точно на живца я не повешу. Крючок сломался. Я слышал. Че, употел? Ты слышишь меня? Говорю же тебе, лучше ножи. Нет, на поменять. Ну сейчас я это... Там немного ножи поправить ножом, да и все. Это самое маяке поставить старые. Да нормально, я сейчас их ножом поправлю, да и все, бородку сделаю. Дай мне, попроси. Ладно, друзья, пока до первой поклевки. Начало есть уже хорошо. Так, ну что, все-таки хочется попробовать поймать эту щучку. Ну, на мормышке, на блесенке. Вот Валера с Ромкой ловят, пробуют. Здесь пока поклевок нет. В общем, опять цепляю вот этого красавца Ратлина. И здесь вот колтычок, кусок мяса харюзового небольшой, вчерашний, оттопил. Вот такой вот Ратлин, красные глазки, пятнистый, ну как гальян. В принципе, если щука голодная, но что она здесь есть, это 100%. Она с этого места никуда не ушла. Все дело наличия аппетита. Так что попробую обойти несколько лунок, которые здесь ямки. Так как знаю уже ее повадки, то что она не кидается на рыбу, а подходит очень медленно. Больших движений не делаем. Просто небольшие такие покачивающие движения. То есть имитируем раненую рыбку. Немножко так приподнимем. Потом падаем на дно.
Вот так вот возле дна. Будем опять немножко приподнимать. Подкинем. Может быть, она подальше еще. В общем, будем пробовать всякие способы игры. Хариус, кстати, вон, обкакался весь. Полные кишки дерьма. Получается, он сытый. Может быть, еще этого не берет. Но это как бы не диагноз, потому что если он хочет жрать, он и обсирается, и все равно берет жадно. Но сегодня, в принципе, он ударил сразу. Будем надеяться. Но Хариус Хариусом, щука щукой, у них можно вот так вот просто покачивать. В общем, будем пробовать всякие разные методы проводки. Будем пробовать поймать эту зубастую хищницу. Пройдусь вот по всем этим лункам, где мы видели. Там видели. Где-то она здесь все равно плавает. Там ямка. Пройдусь. Чем черт не шутит, а вдруг все-таки хочется поймать. Если кто-нибудь из наших поймает живца, закинем жерлицу, то сразу уезжаем. Чтобы жерлица не сдохлым мальком была, а живым живцом. Тогда шансы наши возрастут. Ну а пока гоняем ратлина. Лишь бы не зацепиться еще никуда. Как бы смотрел вчера в камеру, таких больших коряк-то не было, но все же. Ладно, друзья, до первой поклевки. Камеру далеко не убираем. Сегодня не так холодно, как вчера. Да и солнце уже подогревает немножко. Повернусь лицом к солнцу, чтобы камера также нагревалась. И будем держать ее наготове. Дай бог что-нибудь заснять. Так, Валерка поймал Харюска. Мелкого, как раз живцового. И на этот раз мы его не отпускаем. На этот раз он идет у нас в качестве живца. Лишь бы он не вылетел. Да не должен никак. Так, и наверное... Ну-ка, бур далеко? У всех и там далеко. Ладно, надеюсь, пролезет щуренцы. Лунку немножко подзатянуло, конечно, но ладно. Все, отпускаем. Все. Иди, друг, поплавай еще немножко. Ну, тебя-то щука уже должна хапнуть. Все. Теперь шансы наши возросли. Все пытаемся судьбу наколоть. Все пытаемся поймать нашу щуку. На этот раз уже пустили Хариуса туда. Дело. Так, раз. Груз. Так, груз. Вот где-то он должен плавать на такой высоте. Примерно. Все. Снаряжаем, в общем, жерлицу и ждем результатов. Ну вот и все. Жерлица на Хариуса готова. Вернее, с живцом Хариуском. Жерлица-то на щуку. И будем ждать поклевок. Ну, если уже Хариуса не будет есть, я не знаю, что ему надо, да? Хариусок тут, вы сами видели. Щука где-то вот такая вот примерно, полторашечка. Кило 800 может быть. Что, пока не засыпаем, да? Вдруг сейчас хапнет. Да, пробуем. О, еще что-то. О, малявка. Блин, живец. Надо бутылку достать. Сейчас достану бутылку. Так. Валера сегодня нас живцами обеспечивает. Вот такой вот голянчик. В принципе, можно съездить на ту ямку, еще поставить жерлицу одну. Выше, да, там мальки были тоже. Жерлицы есть, в принципе. Можно сгонять, пока здесь пробуйте.
Или здесь второй поставить на живого малька. Не, лучше там, наверное, да? Шансов больше будет. Здесь как бы... А он пониже ты не хочешь делать? Второй раз видели щуку. Ну давай поставим тогда. Еще малек. Не, Как бы пусть будет на... Ну щука-то одна, а жерлицы две. Думаешь, на две жерлицы одна щука попадет? Ладно. Как бы там тоже место... пониже. Ну пониже не знаю, просто там яма хорошая. Метра 3, наверное. И тоже под одной корягой очень много было этого. Малька. А где малек, там и щука, наверное. Тот раз не видел, может где-то плавает. Наверное, я туда все-таки съезжу, поставлю. Недалеко. Поставь, что такое здесь. Да, сгоняю, поставлю. Решил посмотреть, как выглядит наш живец, хорюзок. В действительности, сейчас посмотрим. Вчера калипсу зарядил. Высушил, вся обледеневшая была. Так. Сейчас включим запись. Включаем. И посмотрим, как выглядит наш живец. Идеально было бы, конечно, если бы мы увидели поклевку щуку в данный момент. Но это было бы, наверное, чудом. Чуда не бывает. Так, ну где ты? Ох ты, здесь еще и коряга, блин. Не коряга, а ветка. Где живец? Не вижу живца. Выше, что ли? А, вот он, вот он. Блин. Валер, смотри, как классно выглядит. Неужели щука такую пропустит, блин? Смотри. Сейчас. Вот. Во. Он только что шевелился, блин. Сейчас кверху брюхом. Он может сдохнуть, долго в руках держали. Но сейчас он только что шевелился. Видишь, как раз возле дна. Там небольшая веточка, правда, видишь? Не запуталась бы туда. Или она сломается, думаешь? Не Она может до него еще. До ветки. Ну, здесь она между нами и... Прямо здесь, блин, ветка. Запутается, не хрен делать, да? Может. Ну, тонкая, может быть, сломает. А? Ползал мальки, наверное. Здесь рядом? Ну, Ну, вот мальки, да. Вот он, видишь, как шевелится. А, щука жрет. щука, ну. Жрет. Села. Ядрит-кудрит, в кадре попала. Жрет. Где ты, повернись. Да повернись ты. Жрет Хариуса нашего. Охренеть, да, попали, нашли как раз. Вовремя камеру отпустил. Коряга. Ну, глотай. Глотай. Видишь, какая осторожная сука, да? Пошла тянуть. Она не глотает. Видишь, поперек взяла и не глотает. Блин, куда ты потащила ее? Сейчас слабину надо. Наверное, ему, блин. А слабину нет. Видишь, она поперек держит, блин. Сейчас за крючок не попадется она. Надо распустить эту леску, это убрать. Резинку. Резинку убери вообще. Вот, пусть она крутит без резинки. Куда хочет, пусть тащит. Во, пошла крутить. Так, а здесь я потерял. Крутит, там крутит. Блин, за бочину взяла его, да? И утащила, не видно. Сейчас подтекай, не подтекай, смысла нету. А что она за бочину крючка-то там? Ну, а крючок у меня во рту, блин. Сейчас надо, чтобы она заглотила его, она не глотает. Вот если бы у меня крючок был посередине, да? Тогда какой-то шанс бы был. За верхний плавник зацепить надо было, заходить. Надо было. Я-то рассчитывал, что сейчас ее нет уже. Или выплюнула, или куда-то смоталась. Блин, ну надо же, да, сам момент этот.
Вовремя включил камеру, но видишь, она за бочину взяла его. Может немножко подтянуть, слышишь? Не надо, она отпустит, выплюнет сразу, она осторожно. Тащит. А? Тащит пока. Тащит, да. А я ее уже здесь не вижу. Вот он, Она может, где-то берегу там. либо чё. Где-то в коряжник утащила. Видишь, она... О! Если дергать начнет, значит заглотила. Видишь, еще тащит, блин. А где она? Видишь, отсюда ушла, блин, не видно ее уже. Там сюда, может быть. Тащит, пока тащит. Вот она где-то здесь, видишь, не отпускает, но и не проглатывает, да, видишь, вон. Угу. Надо нам, чтобы заглотила она, перевернула, заглотила ее. О, Ну, начинает дергать. да. Ну-ка, держи сейчас вот. Подожди, где она все тут была? Так, провод тоже держи. Сейчас попробуем подсечь. Или чтоб сильнее уже дергала. Ну, дергает вроде, да, будем пробовать. Ну, с Богом. Дай Бог, чтобы она заглотила, конечно. Отпустила. Отпустила, она не заглотила, она так дергала. Так дергала, получается, и все. Мы вырвали Хариуса. А, нет, подожди, что-то идет. Что-то идет еще вроде бы. Вот сейчас отпустила. Сейчас отпустила. Шла. Второй раз она хапанула его. Но шла. Надо перецепить его, да? Видишь, она вся покусанная. 2 раза хватало. Вот так вот сейчас. Попробуем сейчас схватить. Она за бочину хватает его. Вот она стоит. Видно, да? Угу. Ждет. Да. Но сейчас я за бочину сейчас попробую подсечь. Кадр вообще, вот она. Сзади ее ты отпустил. Сзади ее. Видит, нет? Угу, разворачивается. Угу. Сейчас надо подсекать ее, когда это ударит. Выше, подними чуть. Угу. Круг делает. Круг. Угу. И за бочину берет, не за голову. Живца надо поменьше было. Подходит. Крутится осторожно, смотри-ка. Крючок видишь, что ли? Пошевелить может. Перед носом стоит. Ебать, она осторожно. Чуть ниже опусти. Крючок видит, наверное, да? Двойник. Или поводок. Поиграй чуть вверх-вниз. Угу, камера подплыла. Камеру лишь бы не укусила. Круг делает. Опять. Два раза она хватала, что-то из пасти вырвала у нее. Вкус-то почувствовала, уже должна брать бы. Ну, крутится. Но не берет, да? Вверх-вниз Йоген. О, он сам играет. О, отходит. Вниз опусти. Нет, ты им не играешь вообще. О. Вниз. Видишь, да, ее? Она вот, притык с ним. И не берет, да?
Угу. Вот, ну-ка вниз. За ним вверх пошла. Вниз опусти. Вниз, Ген. Может остановиться, не шевелить? С двойником видит, двойники не хватает уже. Или поводок видит. Возле его вот он крутится и все, хоть ты что-то сделаешь. Но не атакует, да? Умные щуки здесь, блин. Да, оставь, наверное, четко. Да посмотрим, посмотрим. Пока здесь она не ушла, будем это. Просто мне кажется, надо остановиться и не шевелить. Обоих видишь, и живца, и щуку? Угу. В другом направлении вообще стоит. Ну, пошла к ней. Опусти вниз. Угу. Можешь малька насадить. Сейчас попробую. Харис живой шевелится, нет? На дне лежит сейчас, нет? Сейчас я защупну. буду. А, за щукой? Висит. Стоит вон здесь он. Пробуем малька нацепить. Большому куску, говорит, рот радуется. Ни хрена не радуется. Где у меня? Не ушел. Видишь, малька, нет? А щуку видишь? Щука ушла. Вон. Всю порезал, блин. Все, вот во рту держал, я у нее со рта вытащил. Харис весь порезанный. Вон. Щука атакует, 2 раза уже атаковала Хариуса. И не берет, я со рта вытащил, видишь, Хариус весь порезанный. О, малька вижу. Малька, видишь, щуки нет, да? Видишь, у меня за жабры был схвачен, он за середину взял, так и все в кадре это заснято. Сейчас малька уже нацепили, блин. Малек висит, да? Вот сейчас висит. Ладно, оставим, не будем дергать. Блин. Да хитрая щука, капец. Может, надо было спешить, может быть, проглотила бы, да? Но она... Я ее вырвал один раз пасти, она второй взяла. Второй раз вырвал, блин. А третий раз она уже не проглотила. Так что смысла нет убежать, да? Крутит, не крутит, блин.
Надо еще двойник оставляйте, чтобы заглатывало, блин. Это когда большой тройник запасть, тогда подсекать надо. Малька есть, щуки нет, да? Угу. Так что малек ей не интересен, получается. Пошла хариуса искать, блин. Видишь, есть порезанный хариус, блин. 2 раза хапала, блин. Сначала хапнула, я у нее спасти, потому что камеры нет, леску до конца это, ну, начала дергать уже палку, я думал, ну, попалась раз, тяну, отпустила. Потом 2-й раз взяла, тяну, отпустила, блин. И потом вот Валера говорит, хариус висел, сколько рядом кружила, я уже сверху зацепил ей и не берет. Видишь, сейчас ушла, да? Угу. Видишь, малек ей нафиг не нужен. Хариуса, сука, брать не хочет. То есть берет, но не это. В кадре прям как она хватала хариус. Угу. Она как держала, видно в кадре. Во рту Тащила. хариуса тащила. Потом утащила, но отпустили резинку. И она утащила, и потом не видно. А пока резинка была, она в кадре была. Хариуса во рту держала. Что там? Видно, нет? Малек. А это же не малек, это же хариус у нас. Угу. Видишь хариуса, да? Угу. Недалеко одна. Угу. Башка на дне валяется. Вот сейчас вот так вот нормально. Выше подтянуть, значит, так надо, да? Держи. Ладно, пока выключаем. Вот так подошла, как подводная лодка. Хоп. Видно было, да? А почему хапнул? А, когда она сорта-то была, да? Да. А потом уже, когда перекинул, уже не хапала, да? Потом все, она рядом, вот знаешь, нос к носу вот так вот. С хариусом, да? Но мне. Ну, кадры интересно, если получится, будут, да? А что, запись, да, идет? Да, все записывает. Сколько минут там уже записывает? 17. 17 минут, ни хрена там. Мы дрочим ее. Блин, такие кадры были, если попало, да? Вообще. Попала. Ну, держала во рту, да, блин. Главное, поперек жих ее взял. Держит, иди не переворачивать, не глотает, сука. Сытая, значит, блин. Ну, столько мальков, Ген, естественно, она же не только мальков, то же самое жигана где-нибудь там. Поддержит, проглотит без всякой жерлицы, на. Не надо заморачиваться. На дно упала. Не знаю, я по кругу кружу, сейчас потерял, сейчас найду. Где резинка? Сука, сработал. Да, на дне. На дне? Выше надо, да? Вот так? Еще. Все? Вот так. Даже можно чуть ниже уже. Нормально, сейчас. Значит, жерлица имеет место быть, да? Ладно, друзья, я надеюсь, вы сами все видели, как это было. Подводная съемка тоже, я думаю, получилась. Ну, она нас на этот раз перехитрила. 2 раза хапала, 2 раза я вытаскивал ее. На 3-й раз зацепил подплавник в надежде, что с центра хапнет, я ее подсеку. Но, видя тройник на спине, двойник вернее, видя поводок, а 3-й раз она уже не стала брать, кружила. Также не взяла она и гальяна мелкого, вообще куда-то ушла. В общем, снарядила я опять хариуса, который весь порезанный, изрезанный уже и, наверное, подохнет. И оставляем жерлицу здесь, так как щука куда-то ушла. Но я так думаю, она еще вернется. Если вернется, она, скорее всего, я думаю, даже вот на такую вот маленькую резинку почему-то не могла скинуть.
Почему не могла? Вот так вот, скорее всего. Потому что вот так. Вот теперь она ее скинет, эту резинку. Будет крутить. Но надеемся, что заглотит. Ну а пока как-то вот так. А сами поедем дальше. Оставляем щуку, оставляем жерлицу ловить щуку. Выключаем запись. Выключаем. Вот, видим, как вот в 15-20 сантиметрах болтается хариус. И на этот раз он зацеплен под плавник. Так что, в принципе, чисто теоретически щука может зацепиться зубами об двойник. Ну, посмотрим. Оставляем все это хозяйство здесь и будем ждать щуку. А сами поедем дальше. Как-то вот так. Погнали. Фу. Так. Приехали на новое место. Новые пробуренные лунки. Судя по целине, никого еще здесь не было на этом сезоне. Раньше здесь бывали поклевки. Пока не поменял блесну. Обломанная блесна. Был двойник, стал одинарник. Но это, конечно, не серьезно. Если попадет крупный хариус, он и это поломает. Ну, в общем, решил пока до первого схода. Опасно, конечно, рисковать. Ну ладно. Сломается, перевяжемся. Или если сходу будут, пока ловим этой. Ловим. Пытаемся ловить. Вот караида бы где-то надыбать. Было бы, конечно, неплохо. Это надо в лес. Полусухую елку или пихту найти. Оп, 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 оп. Вот и первый. Взял на нимфу. А крови-то сколько? Опа, чуть лунку опять не улетел. Взял на нимфу. И взял, в принципе, даже без поклевок. Получается бодренько. Ладно, уже хорошо. Это радует. Начало есть. Обкакался-то. Но что-то с рыбой не то. Судя по поведению щуки, что мы сейчас наблюдали, не знаю, как у хариуса, но у щуки активности точно 0. Этот взял на нимфу. Ударил, видать, при подъеме сразу, потому что я даже не чувствовал поклевки, просто думал сначала зацеп. В итоге хоп и вытащил. Только-только хотел перейти на следующую лунку. Мелковатый, но ничего, пойдет. Жиган. Ну что, продолжение будет, нет? Роман там у Валеры взял ледобур с новыми ножами. И что-то пошел буриться. Разыгрался. Да лишь бы берег не пробурил, блин. Так. Ладно. Значит, мы идем к вам. Здесь по-любому что-нибудь да есть. Плавный спуск. Мне нравится, когда вот так плавно спускаешь. Особенно в новую свеженькую луночку. Плавненько так. И сразу же при первом спуске такой бам! Удар. Вообще балдею от этого. Но такое бывает редко. Но бывает. Ладно. Один есть. Возможно, будет где-то второй. В общем, обуриваем этот участок. Проверяем. Да, нет, едем дальше. Блин, на игру не клевало.
Только пошел буриться дальше, оставил на стоячего. Была поклевка. Это говорит, что рыба не активна, еще раз подтверждает. Все, 2 раза тюкнуло и все. Собака серая. Что-то, значит, надо менять. Так, приехали на еще одно новое место. Тоже здесь никого не было в этом сезоне пока. Первые лунки пробурены. Здесь глубина типа ямки. Как бы рыба здесь бывает. Там плес выше. И давит воду с лунок. Пробурились и просто выходит вода. Сейчас здесь все утонет, наверное. Все будет в воде. Посмотрим, что нам даст новое место. Там это 2 хорюсков поймали на том месте. Лунок избурили не меньше 30. Тут живец, если не сдох, можно будет еще жерлицу поставить одну. Тоже давит, да, Ром? Ну, это утонет, значит, сейчас яма в воде будет. Буранку бы не затопило, блин. Калина как-то здесь выше ямы на плесе хорошего хариуса поймал. На килограмм где-то, наверное. Там глубоко у тебя, Валер? Глубоко. Сейчас пробурюсь, найду самое глубокое место и поставлю жерлицу, наверное. Пока тишина. Вот такую вот кракозябру на нимфу повесил. И на блесну аж вот такая вот куча мала. Я так думаю, ну хариус, если он есть, он не должен, он просто обязан хапнуть. Все, ждем поклевки. Вдруг откуда ни возьмись появился большой хариус. Зашибись! Мечтать не вредно. Ладно, пошли буриться. Бурито, бурито. Ловись, рыбка. Малая велика. Лера поймал живца. Малька поймал, потом поймал вот ерша. Только что хотел поставить жерлицу. И он поймал плотви или подъязок. Подъяз. Желтые глаза, да? Да. Или плотва? Нет, синенькая. Плотва, синенькая. Плотвичка, смотри, чтобы только не уплыла. Бортик сделай. Плотва. Вот он и, наверное, трюкал у тебя. Так что молодец. Лови живца, Валера, лови. Слышь, вот туда вот надо. А? Ее туда. А, туда надо. Ну да, как раз. Ну, сейчас попробуем через жабры, если здесь не поймаем. Так, там что, говоришь, глубина? Глубина. Туда поставим и чуть выше, наверное, да, как раз. Конец ямы, начало ямы. Ну что, вали тогда оттуда, туда, вверх. Сейчас будем ставить жерлицу. Щука в этой реке, оказывается, есть. Так что будем пытаться ее поймать. Правда, надо было посмотреть насчет коряжника, блин. Камерой сначала, да, наверное? Давай сначала камерой посмотрю, потом буду. Итак, достал камеру Калипсо. Давайте вместе посмотрим ямку, дно. Включаем. О, вижу ёрш. Вижу ерша. Вижу второго ерша. Третьего. Вот это не понял, кто была, или ерш, или плотва. Вон четвертый ерш. Ерши плавают.
Ерши на этой ямке плавают, и ничего, кроме ершей. Получается. Ни хариуса тебе, ни щуки, ни плотвы. Но что-то похожее проплыло на плотву. Я не знаю, плотва была или не плотва. Вот они здесь на дне самом плавают. Вот они. Это что за рыба? Малек вроде был. Малечек. А где хариус? И этой яме хариуса нету. Хариусу нужно течение, наверное. Значит, он стоит на плесе. Щуки тоже пока не видать. Ладно, пойдем посмотрим дальше. Валерки, есть поклевки, да? Так, здесь, наверное, ближе к берегу коряк может быть и больше. Да нет, здесь поглубже. Камушки. Блин, дно идеально вообще. Камни. Но рыбы здесь нет. Там на песочке рыба была. Здесь возле берега что-то пока не видать. Где-то здесь надо поставить жерлицу на плотвичку. И пусть стоит. Если где-то здесь гуляет щука, а что бы ей здесь не гулять, да, Валер? Ямка хорошая. В этой реке щука есть, так что хуже точно не будет. Так, что здесь у нас? О, вот она и коряга. А я сюда хотел жерлицу, да, поставить? Просто древесина, блин. Так что сюда я жерлицу однозначно ставить уже не буду. Просто это стопроцентный зацеп, даже бы если щука попалась, я бы отсюда ее не вытащил. Так, это что у нас? Так, что там? А, нет, камень. На дне нету, она чуть выше даже. Вот там что такое было? Ну-ка. Так, вот это что такое? Вот это что такое там виднеется вдали? Там вот это. Ну, не крутись, стой. Еще одна коряга. Или что это? Походу, да. Вон какая здоровенная коряга. Даже поблизости, если щука попадет, она запутает. Надо ближе туда, где Валера, наверное, ловит. Туда ставить. Может быть, до сюда и не дойдет. Здесь ставить нельзя. Там глубоко, Рома, было? Мелко. Там уже мелко? Не, ну тут не проверял, я сразу сюда пришел. Ну-ка, Валер, иди отсюда, хватит. Или ладно, живи, лови жицу. Так. А здесь, наверное, тоже коряги, я так думаю. Надо ближе к тому мере, потому что течение сюда бьет. Надо туда ближе к тому берегу поставить жерлицу. Щука же видит, гуляет же она, наверное, не стоит на месте. Тем более такую плотву грех не заметить. Так. Так что не зря я достал камеру и посмотрел. Именно в той лунке, куда я хотел поставить, было уже жерлицу. Просто здоровенная коряга была. Так. Это что такое? Ну-ка. Ничего интересного. Ладно. Выключаем камеру.
посмотрим, что здесь. Включаем. И что мы здесь видим? Здесь видим просто кучу мальков. Вон ёрш подошел. Видишь, ёрш плавает. Второй ёрш. Вот они и тюкали тебя, получается. Ёрш. Вот там второй, видишь, стоит. Второй ёрш подходит к камере. И то аккуратные какие, да? На дальнем плане там кто-то, видать, малек или ёрш, не понял. Видишь, мальков сколько мелочи? Вон, видишь? На дальнем плане там. Просто стайки прут, идут откуда-то, идут своей дорогой. Так, это что было там? Мелочи до хрена. Главное, на тех лунках не так было, а именно на этой полосе, блин. Вон ее сколько здесь, вон. Это гальянчик. Вот это гальянчик. Еще гальянчик, еще гальянчик. Рыба есть всякая. Гальян, ёрш, даже плотва появилась. О, я думал, окунь, что ли. Нет, это тоже был гальян, походу. Вот он, рядом с камерой, просто подплыли камеру. Наблюдают в камеру. Это ёрш. Это ёрш. Так, это кто у нас такой большой там? Кто это такой большой? А, мальки, гальянчики. Но здесь хоть дно чистое. Так что сюда, наверное, и поставлю, чтобы зацепов не было. Как мы видим, подводный мир. Вот он, вот он, вот он. Любопытный в глазик прямо смотрит. А это там что черное ползает. Что за фигня, я не понял. А, листик. Я сначала, что там черный такой, думаю, что за рак, что ли, блин, это просто листик. Видишь, сколько мальков? Вот они и тюкают у тебя. И главное, в одном месте все, блин. Ладно. Посмотрели, друзья, рыбу. Увидели. Но кроме такой рыбы здесь другой нет, походу, получается. Так что пойдем пробуривать плес. Но прежде чем бурить плес, мы сейчас сюда все-таки поставим одну жерлицу с плотвичкой. Или с ершом плотву туда отвезем. А сдохнуть может, да? Ладно, поставим. Если что, отвезем потом. Вечерком на ночь туда поставим. Выключаем камеру. И выключаем, наверное, GoPro, так как здесь смотреть нечего. Одни мальки. Ну все, берегись, зубастая. Цепляем плотву. И опять же цепляю за рот. Потому что эта плотва поменьше. Если она возьмет даже за бочину, я так думаю, она ее проглотит. Или, блин, куда, Валер, думаешь, зацепить лучше? Я думаю, наверное, туда, мне кажется. За плавник? А? За плавник? Ну, можно, да? Что-нибудь. Или за рот? Ну, лучше, наверное, заполнить. Как хочешь. Блин, я и так уже, блин. Ну, зацепи и так, и так. Ну как, так и так. Пропусти через рот и зацепи за плавник.
Блин. Сделал дырку? Нет еще. Так за рот она дольше проживет. Я тоже так думаю, блин. Я сейчас пока ее мусолю, блин, она сдохнет у меня. Так и так. А так. Не знаю. На Царском озере на окуня щука не клевала. Поставил только плотву, сразу была поклевка, блин. Просто сразу. Так и здесь на озере. Все, давай плавай, подруга. Ну, надеюсь, все не зря. Не пропадет наш скорбный труд. Эту бутылку. Ерша? Да я думаю, может еще... Ну давай кидаем в бутылку, может еще что-нибудь найдем. Правда, еж сдохнет. А туда отвезем, если что, его, да? Хотя мог бы он здесь поплавать, пока не, здесь это не уходим. Потом он туда соплей напускает. Ты еще подними вот так вот. Ну, ловись, рыбка, малая велика. А нам пора, наверное, чайковскую попить, да? И пойдем плес оббуривать. Здесь хариуса нет. Проходные, может, и проходят, да? Подумается. Ну, гуляют. А так не стоит он, походу, в яме. Друзья, видите дятла? Вот он сидит на сушене. Пошутил у камеры дни. Но зато слышите. А он есть. Вот он. Дятел пришел посмотреть на нас. Супер-пупер рыбаков. Так, рыбалка-рыбалкой у нас опять обед. По расписанию. Традиционный. Опа-на. Опять та же ветчина. Опять те же яички. Батончик, ядренчик. Ну и, конечно же, незаменимый рыбацкий напиток. Кол-кола. И мортик еще есть. В общем, все очень и очень красиво. Перекусываем. Сегодня мы без часов, без телефона. Но судя по солнцу, оно уже пошло вниз. Значит, где-то примерно около 2 часов, наверное. Где-то пару часов для рыбалки у нас есть. Это мы сейчас обурим вот за этим поворотом плесик. Ну, не пустые уже хорошо. Но это еще ни о чем. Даже вчерашний не поймали, да? Нет, конечно. Раз, два, до конца и один такой. Зато видели зубастую. Так что, поднимем бокалы. Что-то вы, смотрю, без настроения. У меня ни одной поклевки сегодня еще не было. Нет, ты говоришь, ты Валера это был. Туда потянулся, сюда потянулся. Нигде не дали. Нигде не даешь. Ваше здоровье. Заерша. За плотву ты сегодня отличился, да. Ну смотри, не зря мы уже жерлицу поставили, она стоит. Дай бог, что-нибудь доклюнет. Надо 40 на 60 разбавлять. Вот это ж чувствуется. Хоп, так хоп, да? Не то, что беленькая у Григорьевича. И настоянная хорошо, а же это чувствуется амаретто, да, косточками? Угу. После вкуса такое четко. Сам не похвалишь, кто же еще похвалит? Ну что, даже ничего так. Мортик с чаем-то хорошо. Чай попил и компот Так. попил. Пожалуй, тоже перекусим. Ладно, друзья, встречаемся на первых поклевках. Если они будут.